Национальная библиотека Чувашской Республики любезно предложила записать несколько роликов, посвященных истории чувашской книги, и в частности экстериорике. Для начала нам необходимо разобраться, что такое экстериорика. В буквальном переводе с латинского этот термин означает «вне территория». В библиографической науке сложилось понимание этого термина в том плане, что она включает в себя совокупность документов, изданных за пределами страны об этой стране. Сама тема родилась очень неожиданно. Еще в 1980-е годы, в конце 80-х годов, когда я учился в университете, мы сдавали экзамен по лексикологии, и наша преподавательница Елизавета Федоровна Васильева нам на экзамен задала вопросы по деятельности зарубежных чувашеведов. И в результате, что называется, тема осталась в подсознании, и она, видимо, работала, пока в конце 2010-х годов вдруг эта тема не оформилась в заявку на получение гранта Российского гуманитарного научного фонда, и она была поддержана экспертами, и в результате нашей научной группе удалось составить, на наш взгляд, замечательный библиографический указатель, наиболее полный на сегодняшний день, по книгам, которые изданы за пределами России, о Чувашской Республике и чувашской культуре в целом. Когда мы приступали к этой теме, мы не знали, каков будет объем чувашской экстериорики. Нам казалось, наверное, 400 книг, а может быть 500, а может быть 1200. Но когда мы собрали все сведения про книги, изданные за пределами России о чувашах, то было некоторое разочарование. Всего лишь удалось собрать 130 названий. А потом пришло понимание, что эти книги не случайные, что они написаны на очень высоком уровне, и примерно такая же ситуация складывается с экстериорикой у других народов. Мы параллельно разрабатывали экстериорику марийцев, в результате получились примерно такие же цифры, что и у чувашей. Но в случае с чувашами ситуация несколько сложная, потому что у нас, оказалось, существует не одна экстериорика, а две. Первая экстериорика, ее можно назвать, собственно, чувашской, она в целом связана с чувашским народом и с республикой. А вторая экстериорика – это экстериорика Геннадия Айги. Это две разные сущности, и пока их необходимо рассматривать как две самостоятельные части общечувашской экстериорики. Может быть, когда-нибудь эти две экстериорики сойдутся в одну, но на сегодняшний день это две части, которые представлены примерно равным количеством книг, по 130. Надо сказать, что они между собой находятся в постоянной взаимосвязи. Например, книга, изданная исследователем творчества и жизни Геннадия Айги, Леона Рабеля. Айги издана на французском языке в Париже в 1990-е годы. И эту книгу мы с вами включаем в общечувашскую экстериорику, а не в экстериорику Айги. Потом все не так просто с экстериорикой. Опять-таки возникает такая сложность. Чувашская республика находится в составе России. И книги о Чувашской республике печатаются не только здесь, в Чебоксарах, но и за пределами Чувашии. Например, Марина Куцаева, сотрудник Института языкознания Российской академии наук, 2 года назад защитила кандидатскую диссертацию по теме функционирования чувашского языка в Москве и Московской области. И в этом году она будет издавать монографию, опять-таки в Москве. С этой точки зрения получается, что ее монография, посвященная чувашам, тоже является частью российской внутренней экстериорики. А вот все то, что опубликовано за пределами России о чувашах, будет представлять собой дальнюю зарубежную экстериорику в полном смысле слова. Первые чувашские слова нашли отражение в далеком 1730 году в Стокгольме. Тогда Страленберг, полковник шведской армии, взятый в плен Россией,
оказался занесен в Сибирь и по пути туда записал первые 28 чувашских слов. Эта книга затем, в конце XVIII века, была издана в Москве, в России. Затем первая книга, целиком посвященная чувашам, появилась в 1841 году в Берлине. Это книга Вильгельма Шота, профессора Берлинского университета. Называется она по-латински «De lingua chuvashorum», о языке чувашей. В 1871 году эта книга была переиздана на французском языке в Париже, а затем, уже в 2000-е годы, эта книга впервые была опубликована на русском языке в Чебоксарах. Перевод осуществил преподаватель латинского языка Чувашского университета Андрей Обжогин. В Германии книги о чувашах издавались таким ученым, как Йоханнес Бенцинг. Притом, очень интересны две книги. Они были изданы во время Второй мировой войны. Это краткая грамматика чувашского языка и чувашско-немецкий разговорник. И разговорник явно был нацелен на общение немцев с чувашами. После того, как Чуваша, с точки зрения немцев, была бы завоевана Германией. В настоящее время в Германии чувашской тематикой занимается преподаватель Франкфуртского университета Андреас Вайбель. Его тематика связана с глагольными формами, в частности, с депричастиями. Следующий раздел зарубежной экстериорики – это венгерский раздел. Венгры в середине XIX века начали интересоваться своей историей и отправляли большое количество экспедиций в Россию в поисках своей исторической родины. Венграм очень хотелось быть тюрками. Но велико было разочарование венгров, когда выяснилось, что они являются близкими родственниками угорских народов Ханты и Мансия. Но все-таки тема эта осталась в подсознании венгров. Они время от времени поднимают вопрос о своем этническом происхождении. Так вот, интерес венгров к чувашскому языку все-таки сохранился, хотя бы потому, что в современном венгерском языке сохранилось около 400 тюркских заимствований чувашского типа. Основные ученые, которые занимаются чувашской проблематикой в Венгрии, это Андреш Онаташ, основатель кафедры алтаистики в Сигетском университете, Клара Дягаши, профессор кафедры славянских языков университета города Дебрецен. Кроме того, чувашской темой уже в историческом аспекте занимается заведующий кафедрой алтаистики Сигетского университета Иштван Зимани. Можно сказать, ко всему прочему, что чувашская тема в Венгрии существует не только в научных рамках, но и на венгерском языке были изданы книги чувашских авторов. Например, в конце 1970-х годов вышла книга «Нарспи Шаяплянь». Так, надо сказать, что в Венгрии издается не только научная литература, касающаяся чувашей, но и художественная. В конце 1970-х годов в Венгрии, в городе Эгер, вышла на венгерском языке поэма Константина Иванова «Нарспи». А в 1980-е годы Геннадий Айги постарался сделать проект, чувашскую антологию, издать на венгерском языке. Эта книга была реализована. Затем в Венгрии появились переводы чувашских народных песен на венгерский язык, а в настоящее время переводом с чувашского языка на венгерский язык занимается Меленда Така, чьи переведены и опубликованы в журнале «Фораш» рассказы Евы Лисиной. Следующий по части значимости финская часть
чувашской экстериорики является собой сильно развитую область. Финнам вообще присуще скрупулезное отношение к языковому материалу. И в Финляндии, в университете города Турку, в настоящее время существует сектор изучения языков Поволжья. В этом секторе работает Йорма Лоутанин, который как раз занимается ведением чувашеведческих исследований. При его участии были подготовлены и изданы 3 книги. Это «Чувашско-финский словарь» в 2007 году. В 2009 году был издан обратный словарь чувашского языка. Это один из лучших словарей подобного рода. Мой коллега из Ижевска Сергей Максимов сказал, что из всех изданных обратных словарей самым лучшим является именно чувашский словарь. Надо сказать, что это второй опыт издания обратного словаря. Первый был реализован, как я помню, в 1984 году. Руководителем проекта являлся русовед чувашского происхождения Тихонов. Они работали над русским проектом и параллельно создали обратный словарь чувашского языка. Но у этого обратного словаря есть небольшой недостаток. Там непонятен контекст слов. Непонятно, к какой части речи относится слово. Вот этих недостатков лишен новый обратный словарь чувашского языка, издан на Финляндии. И последний проект, который реализовал Йорма Лоутанин, это его монография, написанная на основе его магистерской диссертации по алтаистике. Эта монография посвящена аффиксу «хи», и она издана в городе Висбаден в Германии. Там находится издательство, которое специализируется на издании научной литературы, языковедческого плана, филологического плана по восточным языкам Европы. Финны чувашским языком начали интересоваться достаточно давно. Это произошло уже в середине XIX века. Дело в том, что не был понятен статус чувашского языка, то ли тюркский язык, то ли финно-угорский. Но уже первые же ученые поняли, что чувашский язык относится к тюркским языкам, но интерес остался. Первым ученым, имя которого можем назвать, это Аугуст Арквист. Им был собран интереснейший материал, многие записи были сделаны на шведском языке, и эти записи долгое время, почти 150 лет, хранились в архиве Финляндии. И только в 2000-е годы эти архивные записи были опубликованы Кларой Адягаши и немецким финно-угроведом Эберхардом Винклером в виде отдельных книг. Следующий финский автор, который посвятил много трудов чувашеведению, это Хейки Пасанин, профессор Хельсинкского университета. Он вообще-то был специалистом по мордовским языкам и собрал интереснейший мордовский словарь в 6 томах, а ко всему прочему он занимался собиранием чувашского фольклора. И в 1950-е годы в Хельсинки было издано интереснейшее издание «Чувашские сказки». Книга наполовину состоит из чувашских сказок, написанных на чувашском языке, правда, в транскрипции и в переводе на немецкий язык. Следующим важным разделом зарубежной чувашской экстериорики является турецкий раздел. Геннадий Дегтярев, сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук, специалист по турецкому языку, в свое время собрал библиографический указатель по турецкому чувашеведению. Это достаточно объемный список, но что обращать на себя внимание? Настоящие книги на турецком языке в Турции, по большому счету, начали издаваться только в 1990-е годы. Просто в советские времена не было возможности сотрудничать турецким и чувашским лингвистам, а такая возможность появилась в 1990-е годы. И удивительное дело, в настоящее время по количеству книг турецкое чувашеведение лидирует в мире.
Еще недавно первое место по количеству изданий занимала Венгрия. Кроме того, чувашскую тему разрабатывают и в США, и в Британии. В США в 1960-е годы даже был издан фотоспособом словарь Ашмарина, а потом Джон Крюгер издал учебник чувашского языка для американских студентов. В Британии была издана чувашская антология, антология чувашской поэзии и несколько изданий, посвященных чувашскому фольклору. И таким образом можно сделать вывод, что Чувашия и Чувашская республика, чувашский язык, чувашская культура интересна миру, прежде всего, своей культурой, своим языком, не похожим на другие тюркские языки, вызывающим вопросы по сей пору в научной среде. И в этом плане чувашам повезло, потому что чувашской культурой занимаются не только тюркологи, но и финно-угроведы.